Мы должны знать, что вы есть там, не просто там, за горой. Вот вы, вот за этой горой, малыши. Вот видите, вот этот хребет. Вот за этим хребтом ваш двор уже. Мы знаем об этом, но знать одно, но видеть в глаза, в лицо и знать поименно, что вот за той горой живет мой братишка, моя сестренка, это совсем другое. Этого добивается наш Давид. Этого он хочет, чтобы не просто мы знали, абхазы там, черкесы и карачаи здесь. Нет, он хочет, чтобы мы в лицо друг друга знали. У нас будет семинар на эту тему. Вам будут вечером, завтра, послезавтра рассказывать о том, в истории сколько было связей, невзирая на вот эти горы, которые между нами, сколько у людей было взаимосвязей. Не было тогда ни самолетов, ни ракет, ни мотоциклов, ни комфортабельных автобусов, ничего не было. Были повозки, были лошади. Люди умудрялись многие века общаться. Теперь мы, современные дети, тех стариков, которые уже ушли, да простятся им грехи, но оставили о себе светлую память, теперь мы, дети их, должны продолжать то, что они между собой оставили связь неразрывную, наши предки, мы эту связь должны продолжать, дети. По-другому никак. Кто мы тогда? Давайте кто куда разбежимся, как говорится, спиной к друг дружке станем, и кто дальше отпрыгнет. Кто в наши горы? Здесь. Наши дома здесь. Мы с удовольствием на экскурсию съездим в Замбези, но вернемся домой. А дом наш дом, это наш Кавказ и наши горы. Поэтому сегодня я вам очень благодарен всем, что вы именно маленькие, не такие уже древние, как мы с Давидом, а именно маленькие, свежие. Ведь будущее любого народа — это не их аксакалы, хоть они им объясняют, показывают, разъясняют аксакалы. Нет. Будущее народа тот, который пока еще в люльке. Вот кто будущее народа. Вы будущее нашего народа. И очень хорошо, что вы с измальства уже находитесь в своем дворе, в Карачае, среди этих гор. За это огромное спасибо вашим родителям, прежде всего, за то, что они, прежде всего, доверили этому человеку и доверили нам, что вы красиво сюда приедете и красиво же вернетесь к своим родителям. Давайте поаплодируем нашим родителям. За их, вы поняли, да, за что мы аплодируем? Не за то, что они черепа и вас наказывают, а за то, что в них есть смысл братства народов. Они своих детей отправили в дальнюю дорогу, уверенные в том, что мы и те, кто вас сопровождают, ваши старшие, красиво вас привезут и красиво вернут обратно. За это мы им аплодировали. А сейчас я хочу предоставить вам нашего Рамазана Боюсузова, сын знаменитого, легендарного в наших краях инструктора, охотника, мужчины с большой словой, Ракая Боюсузова. Если вы даже сейчас, придя домой, уже не папе, маме, а у дедушки, бабушки спросите, а вы знаете такого Ракая Боюсузова? Поверьте, многие из них скажут, что знают, и еще расскажут много о его легендарной жизни. Это его сын Роман Боюсузов, то бишь Рамазан. Можно без дядя и можно без отчества, просто Рамазан. Дедушка Рамазан. Да. На эти дни он ваш мама, папа, дедушка, бабушка. Почему? Потому что вы все горцы и знаете, что горы это все-таки опасность, поэтому нужно слушать старшего. Старший для вас мама, папа, дедушка, бабушка это Рамазан. Поняли, дети? Все шаг влево, шаг вправо. Это попытка к бегству, прыжок на месте, провокация. Поняли? Все обращаться к нему со всеми вопросами. Вот.
Я хотел бы бегло, я не знаю, Давид вам рассказывал или нет про программу нашу, хотел бы бегло их пояснить им. Кроме того, что вы будете завтрак, обедать, ужинать, это вопросы эти будет решать Давид с Рамазаном. У вас сегодня мы хотели по программе сделать ознакомление с поселком Домбай. Ну, чтобы вы представляли, что за горы вокруг Домбая, а что за этими горами. Чтобы вы уже ориентировались. Вы даже приехав, Рома так вам расскажет, что вы, приехав домой и смотря на свои горы, будете говорить, вот за этой горой Киберда, а вот за этой Домбай, это он вам все расскажет. Мы хотели, когда мы писали программу, было тепло. И у нас было написано там экскурс по поселку Домбай, рассказать, что такое Домбай и так далее. Если не будет холодно, дети, вы оденетесь после чаепития и нашей болтовни, и с Ромкой выйдете, и он вот сюда на поле вас выведет и вам расскажет обо всем. Завтра, если даст Бог, будет хорошая погода, у вас экскурсия по канатным дорогам на гору. Там опять же с вами будет Рамазан. Большая просьба слушать только Рамазана. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Поняли, да? Слушать Рамазана. Сказал влево, значит влево. Сказал вправо, значит вправо. Там он также вам все расскажет. Вечером будет не менее интересно. Я хочу, чтобы вы, молодые кавказцы, знали, что вы не просто народ, а вы народ с обычаями. Мы все народ с обычаями. Что такое обычай? В русском понимании это то, что делается обычно. У нас говорят адет. Ата эткен, то, что делали отцы. То есть это конституция, народная конституция определенного народа. В силу того, что мы дети одного Кавказа, то и обычаи у нас одинаковые, наши исконные. Не конституция страны и государства, а именно наши народные. Они ни в коем случае не идут вразрез к конституции страны. Они ни в коем случае не идут вразрез с Библией. Они ни в коем случае не идут вразрез с Кораном. Почему? Потому что и Коран, и Библия, и Конституция государства, все это составлялось для того, чтобы человек не потерял свое человеческое лицо. А изначально, до всего, были обычаи. Обычаи были созданы для того, чтобы человек не потерял свое лицо, и народ его мог развиваться. А мы их немного теряем. Почему теряем? Потому что пошла современная жизнь, и нам кажется, что наши обычаи это что-то такое отсталое, ненужное, ушедшее в глубину веков. Нет, это не так, дети. Просто мы их неправильно понимаем. Вот маленький пример я вам покажу, чтобы вы поняли, что такое наши обычаи. Вот я с вашим старшим здороваюсь. Протягиваем руку. У русских и у любых других народов дают только руку. О чем это говорит? Открытая ладонь. Понятно? Ни в коем случае при этом в карман руку вторую сувать не надо. Обычно так делают сейчас молодежь. Но это означает, зачем ты мне тогда руку свою даешь, что ты открыт ко мне? Если ты в это время одну руку за пазухой держишь, что ты там держишь? Зачем? Рука должна быть опущена. Везде, когда со всеми здороваетесь, со сверстниками, требуйте, если он здоровается вот так с тобой, пусть вытаскивает вторую руку тоже. Нет? Зачем тогда вот так здороваться? Пусть лучше вот так скажет здравствуйте. Достаточно же? А если руку подал, теперь начинаются мы, горцы. Я здороваюсь, я старше тебя. Как ты можешь со мной поздороваться? Стоять. Где вторая рука? Здесь. Здесь. У нас младший со старшим, у нас у горцев, младший здоровается со старшим двумя руками. Так? Вот так. Почему? С уважением. Как он это объясняет, это уважение? Этот жест, как объясняет его уважение? Естественно, уважение, правильно, да. Но как этим жестом он выражает уважение? А просто. Его руки здесь, обе. Так? А моя рука свободная. А кинжал у меня вот здесь. Я с этим кинжалом что хочу могу сделать. Так? А у него две руки завязаны на меня. Он не может так же быстро среагировать, как я.
Вы представляете красоту этого обычая? Человек, здороваясь с другим человеком, настолько говорит: я тебя уважаю, что я тебе вверяю жизнь свою. Он 2 руки сюда держит, а у меня одна свободная. А почему именно это можно даже с одногодным ребенком. Это не означает уважение старшему, это означает уважение. Вот человек, он меня так уважает, что у него обе руки здесь, а моя свободная. Он открыто душой мне представляет себя. Понимаете, что такое двойное рукопожатие? Это не именно старшему, любому. Но почему мы, кавказцы, делаем старшему? Потому что верх уважения у нас кто? Старшие. Правильно, на Кавказе? Поэтому мы со старшими здороваемся 2 руками. Красивый обычай? Малыши, красивый. Присядь, слава Богу. Теперь, в Европе парень, когда с девушкой заходит в дверь, кто кого пропускает? Или выходит? Парень пропускает девушку, да? Какая тупость. Извините меня. Обычаи зарождались не на Европе. Обычаи зарождались в глубокие времена, смутные времена, тяжелые времена. А то, что у них пошло галантность, ложки придумали англичане, потому что они были ленивые, и им лень было мыть руки. Они поэтому придумали ложки и грязные, вонючие, и кушали с тарелки ложкой. Мы же всегда мыли руки. И поэтому с удовольствием руками хачинове мясо съедаем. Так, пацаны? Вот. Теперь насчет парня и девушки. Встань. Вот моя девушка. Вот моя красивая. Я завожу ее в дом. Да? Она заходит. Я первая. Все правильно там. Она первая. Я становлюсь за ней. Почему? Потому что когда мы с ней на улице, мы смотрим вокруг и знаем, что делается. А когда мы входим в дом, мы спиной поворачиваемся к улице. И мы не знаем, что там может произойти. А может, там сидит какой-нибудь враг, натянув стрелу. Понимаете? И поэтому я закрываю ее собой. Понятно? Что если будет выстрел, она целехонькая сядет на свой стул, а я, как настоящий мужчина, умру стоя. Но когда выходите на улицу с девушкой, горцы, первый выходит мужчина. Почему? Потому что вы находитесь внутри, и вы в безопасности. Понимаете, о чем я говорю? Но раньше же вот таких витринных окон не было же, да? Были маленькие абразуры боевые. Потому что враг был силен, и он был кругом. Поэтому вы не знаете, что находится на улице. Поэтому вы выйдете, ты галантно откроешь ей дверь, она выйдет, а ее хлопнут. Вот чтоб такого не было, настоящий горец, поэтому идет впереди, он выходит вот так. И если кто-то стреляет, он попадает в нее, не в нее. Запомнили это, да? То же самое и с гостями. Когда гость к тебе заходит, старшие это знают про гостей, про девушек они не знали, голову наотрез. Про гостей они, не задумываясь, как их старшие делают. Когда ты гостя домой заводишь, ты же дверь открываешь и говоришь: проходи. Хотя там никого нет, ты еще на улице. Почему ты ему говоришь: заходи? Потому что ты его хочешь заслонить от опасности. Он же из уважения к твоему дому хочет зайти, а и тем самым повернуться спиной к опасности. И вот ты за его уважение к тебе, ты его прикрываешь, гостя. Он заходит, ты получаешь стрелу, если она есть. А когда выходишь из дома, гость остается в доме, ты первый открываешь дверь, выходишь навстречу неизвестности. А твой гость выходит за тобой следом. Хороший обычай у ваших предков. Вот. Запомните, нету плохих обычаев на Кавказе. Мы просто их не понимаем. Немножечко об этом другой вечер вам расскажет Рома об обычаях. Но помните всегда, наши обычаи превыше всего. Любой обычай.
Просто мы их не так понимаем, и нам никто не поясняет, зачем это сделано. И еще последнее насчет того, когда девушка идет впереди. Знайте, один раз только девушка могла идти впереди своего мужчины. Когда, вы здесь все уже взрослые, когда она была беременна и собиралась стать матерью. И вот даже если мои кровники где-то меня ждут, хотят меня пристрелить, а если они видят, что моя женщина идет впереди, они не могли стрелять в меня. Почему моя женщина шла впереди? Она беременна. А если она беременна, а если она идет впереди меня, они знают, что она беременна, поэтому не могут стрельнуть в нее. А в спину горцы никогда не стреляли. И вот благодаря беременным девушкам мы иногда сохраняли свою жизнь. Мужчины тоже. Потому что в спину нам не стреляли, а спереди не могли, потому что она впереди идет, собирается стать матерью. Вот это наши обычаи. Ладно, долго болтать я не буду. Рамазан у вас есть. Спасибо, брат, тебе, что ты принял такой груз на свою шею, потому что это не один ребенок, не два ребенка, не 3 и не 5 километров ты их вез. Огромное тебе спасибо. Мы это понимаем и ценим, брат. Вам спасибо большое, что нас приняли. Слава, Спасибо, брат. что теплый прием. По-другому никак. По-другому никак. Спасибо вам большое. Слава, брат. Дети, и по программе. Канатные дороги завтра у нас. Потом, конечно же, свозят вас в вольеры Тибердинского заповедника. Это что касается той части, которая развлекательная. Та часть, которая семинарная и так далее, это они с вами будут вести беседы. Я рассказываю про ваши кайфы. Поедете в заповедник, обязательно зверюшек посмотрите, познакомитесь. Ромка вам расскажет. Не забудьте гостинцев с собой захватить. Вы в тюрьму едете вообще-то. Программу может им распечатать. А зачем? По ходу или вот Нет, старший, мы- дадите старшего знаю. дашь ему программу. Или здесь что-то Да, да, или заклеишь, да. В заповедник, когда пойдете, не забудьте там со стола стыбзить пару конфеток, чего-нибудь, чтобы зверюшек угостить. Они там в клетках, ребята. Поэтому им будет приятно, если кто-нибудь из вас так незаметно от взрослых, опа, она подкинет там что-нибудь, конфетку. Хорошо? Еще раз я благодарю вас всех за то, что вы посетили этот двор. Я надеюсь, этот двор вам, ну, не совсем как родной, но как свой, вам понравится. И вы постоянно уже сами дорогу знаете, не напрягая дедушку Давида, сумеете приехать еще раз. Договорились? А мы вас всегда встретим. Все, усаживайтесь, отдыхайте. А Рома, вот, если вам не будет холодно, соберитесь, оденьтесь, старший ваш определит, когда, чтобы выйти на улицу, и Ромка пока не стемнело, чтобы вам рассказал про окрестности. Хорошо, малыши? Спасибо. Ну что?